На сегодняшний день существуют такие две основные концепции относительно теории этноса. Ну, она называется, собственно, конструктивизм и примордиализм. Выделяется еще одно направление, так называемый инструментализм. Ну, это немножко такое ответвление конструктивизма, можно сказать. Вообще, различных вариантов на самом деле и в конструктивизме, и в примордиализме достаточно много. Есть как и крайние точки зрения, так и более умеренные. Что подразумевает собой конструктивизм? Конструктивизм – это концепция, в рамках которой вообще не рассматривается этнос как субъект исследования. То есть он как таковой не существует. В рамках конструктивизма, именно в западном понимании, да, в европейском понимании, европейский антрополог, западный антрополог, он, если он конструктивист, он не занимается этничностью. Оттуда исключили такие термины, как этнос, этногенез и так далее. То есть этими терминами они даже не пользуются. Есть достаточно видные такие исследователи, как, например, там Андерсон, Барт и так далее. Гилнер. В России, собственно, известные такие яркие представители – это Соколовский, Тишков. Если же говорить о примордиализме, то таким, наверное, самым ярким представителем и самым известным является Лев Николаевич Гумилев, который и вообще вот это направление представляет, что действительно существует некий субъект, этнос, это реальная такая сущность, можно сказать, да? И реальный субъект, на который можно влиять и который может влиять в том числе на какие-то процессы. Есть, Гумилев в данном случае представляет крайнюю точку зрения, которую он считает, что этнос – это некая такая часть биосферы Земли. Но есть и более умеренные, например, мнение той же самой Светланы Лурье, которая говорит о некой этнической константе и так далее. Очень похожая на эту концепцию, эта концепция уже, наверное, больше публициста Александра Дугина, известного публициста, да, российского. Но он, вообще очень похоже на концепцию Лурье. Единственное, он добавил там Юнга, вот эту вот концепцию о некой самости психологической и так далее. Вот. Но сегодня, на самом деле, последние, наверное, такие тенденции современные в теории этноса – это то, что постепенно они воспринимают этнос как некую такую промежуточное звено между конструктивизмом и между примордиализмом, поскольку некоторые процессы не может объяснить конструктивизм, а некоторые же процессы не может объяснить примордиализм. То есть возникает некая такая середина, и, как ни странно, самыми, наверное, такими главными, те, кто продвигают эту идею некой такой срединности, что ли, да, являются как раз представители медиевистики, а именно те, кто занимается ранним средневековьем. Если взять иностранных ученых, это Уолтер Поль в первую очередь, и, в принципе, вот эта вот Венская школа антропологии в современном ее виде. Из российских ученых здесь очень хорошо в этом отношении написал такой историографический очерк. Это Петр Стефанович, это специалист по русским княжествам и этничности русских в раннее Средневековье, в Средневековье. Алимов, Денис тоже в этом отношении весьма так придерживается достаточно такой срединной точки зрения. То есть сегодня этнология, она несколько смещается в такую некую на уровень соглашения между этими двумя противоборствующими теориями. И, наверное, сегодня один из таких самых главных вопросов, который действительно стоит перед этнологией, это вопрос отношения к исследованиям популяционной генетики. Это, наверное, одно из таких актуальных, на острие, как говорится, об этом высказываются с высоких трибун достаточно такие авторитетные ученые. И вопрос стоит ребром: может ли этнос соотноситься с популяцией? Как известно, для генетиков объект исследования – это популяция, для этнологов объект исследования – этнос.
Да, ну, те, кто, конечно, признает, что это субъект. Вот. И, собственно, и здесь вопрос, а может ли все это соотноситься, и может ли влиять одно на другое или наоборот? На самом деле, в данном случае у генетиков уже выработан ответ достаточно четкий, и мне кажется, он достаточно лаконичный. Более того, взгляд на сам этнос, как мне представляется, у генетиков, у биологов оказался, ну, у генетиков в данном случае, и у антропологов оказался более конкретный. Более конкретный. Они видят этнос не что иное, как механизм воспроизводства. У них есть такое, в основе лежит тезис, который вывел Рычков, это известный генетик, который занимался популяционной генетикой, он исследовал вот эти народы Евразии, генофонды Евразии и так далее, который совместно с Еленой Балановской разработали метод, что популяцией является тот объект, тот субъект, в рамках которого происходит больше 50 браков. То есть мы берем какую-то группу людей, например, этнос, да, мы знаем, что там в основном совершаются браки внутри, то есть существует такая эндогамия, это институт, этнологический такой этнический институт. Там совершаются браки внутри, стало быть, это и есть популяция, там постепенно формируется свой очень специфичный для каждой популяции генофонд. И, собственно, исходя из этого тезиса, мы можем уже соотносить действительно две вот эти категории, уже друг на друга накладывать. И причем, что интересно, и сами генетики признают, и на самом деле этнологи, кто занимается, что именно социальный процесс, именно культурный процесс начинает влиять на генофонд. В частности, может влиять структура этноса. Ну, например, возьмем, к примеру, башкирский этнос. Мы его, когда мы исследовали его генофонд, мы, собственно, его дифференцировали на родовые объединения. И, собственно, мы видим, как за счет такого очень интересного института, как патронимия, где мужчина старался оставаться в рамках своего рода, мы видим, как постепенно за счет вот этой эндогамии и патронимии, собственно, формировался у каждого родового объединения, у каждого клана свой генофонд. Другую ситуацию мы можем посмотреть на примере татарского этноса, ну, имеется в виду в таком широком смысле, в современном понимании, где, собственно, были исследованы и крымские татары, и сибирские татары, поволжские татары. И рассмотрев все это, мы поняли, что, в принципе, таких эндогамных, конкретных, таких масштабных эндогамных отношений между этими структурами не происходило. В принципе, это обычный тезис, к которому давно уже пришли советские антропологи, генетики в данном случае его просто повторили. Но в данном случае мы видим, что действительно в популяционном плане татарский этнос состоит из достаточно таких разных частей. Ну, очевидно, вполне очевидно, это связано, что с достаточно поздним таким формированием этнического дискурса современных татар. Все-таки он окончательно сложился уже в такой советский период, когда в него ввели уже и там с крымских татар, да, и сибирских татар, и астраханских нагайцев, да, туда ввели. Такой большой татарский проект. И, собственно, когда мы изучаем популяционно, да, этот вопрос, то мы видим, да, совершенно разные популяции между собой или совершенно не связанные, или связанные очень-очень слабо. То есть мы видим, как социальный процесс, как культурологический процесс влияет на формирование, точнее генофонд, как отражает вот эти вполне такие обычные социальные, политические, социальные, культурные процессы. И таким образом, но обратного влияния генофонда на культуру мы не видим. Такого не бывает, чтобы какой-то особый ген влиял на появление какого-то нового народа, появление каких-то новых этнографических групп. Это просто невозможно. То есть здесь в данном случае такси движется, грубо говоря, в одном направлении. Да, поезд движется в одном направлении.
То есть только культура, только человеческое сообщество, как социальное сообщество, может влиять на свой генофонд за счет таких институтов, как эндогамия, то есть совершение брака внутри общества, как экзогамия, где наоборот какой-то род стремится взять супруга или супругу из другой такого же сообщества. Патронимия, матронимия и так далее. То есть там вот таких вот институтов, которые могут влиять в большой степени или в меньшей степени на генофонд, их достаточно много. Но основной, конечно же, является эндогамия, который соотносит именно этнос, эти две категории, этнос и популяция. Мне кажется, сегодня перед этнологической наукой, перед вообще людьми, кто интересуется этими вопросами, наверное, необходимо задаться именно такими достаточно сложными, может быть, вопросами, поскольку здесь одно дело, когда мы привыкли рассматривать этнос в таком традиционном виде, мы открываем какой-нибудь этнографический атлас, мы видим, русские в кокошнике, татары в тюбетейке, башкиры в курай-малаха и так далее. То есть это все такие стереотипные вещи, которые сегодня на самом деле, можно говорить, не существуют. Да, то есть такие стереотипные вещи и так далее. Но сегодня, мне кажется, уже этнологи в первую очередь должны рассматривать этнос уже несколько с другой точки зрения, с позицией, в том числе демографических позиций, поскольку генофонд как раз-таки отражает в первую очередь процессы демографии этноса. А как раз-таки демография и рост этноса, это, можно сказать, это и есть, собственно, главный механизм. То есть я повторю тезис тех же самых генетиков, антропологов, которые видят, вот они люди рациональные, они видят, что этнос, это главный механизм воспроизводства. Может быть, с этих позиций и надо подходить к этносу, рассматривать его как некий механизм, который может создавать, который может влиять на собственную демографию, которая отражает собственный генофонд.